Приветствуем всех зрителей на нашем канале «Рожаль на связи». Прежде чем мы начнем, хотим напомнить, что ваша поддержка невероятно важна для нас. Если вам нравится наш контент, обязательно ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Это поможет нашему каналу расти и создавать еще больше интересных выпусков. А теперь перейдем к главной теме нашего подкаста. Представьте инструмент, в котором будто бы застыли звуки бескрайних степей, рассказы о великих войнах и песни о кочевых традициях. Домбра. Это не просто музыкальный инструмент, это голос истории казахского народа, это его душа, звучащая сквозь тысячелетия. Сегодня мы поговорим о том, как домбра стала символом национальной идентичности и хранителем культурного наследия, а также раскроем ее самые необычные тайны. Домбра – это струнный инструмент с глубокими историческими корнями, играющий ключевую роль в культурной жизни казахского народа. Первые упоминания о домбре относятся к XIV веку, согласно историческим источникам. На протяжении веков она использовалась не только как средство создания музыки, но и как инструмент для передачи народных сказаний, эпосов и легенд. Существует сведения, что история домбры насчитывает около 4000 лет. В конце 1980-х годов на холме Майтобе в Алматинской области археологи нашли изображения на камне, на которых были изображены танцующие люди и музыкальный инструмент, напоминающий домбру. Этот артефакт эпохи неолита ныне находится в Музее народных музыкальных инструментов имени Ахласа в Алматы. Археологические открытия подтверждают, что двухсторонние предшественники казахской домбры существовали уже более 2000 лет назад. Например, при раскопках древнего городища Хойкарлан, возраст которого насчитывает около 2000 летий, были обнаружены терракотовые фигурки музыкантов, играющих на двухструнных инструментах. По своей форме и звучанию домбра имеет сходство с другими струнными инструментами Центральной Азии, такими как таджикский рубаб и узбекский дутар. Тем не менее, казахская домбра обладает уникальными характеристиками. Она может быть как двухструнной, так и трехструнной. Отличается длинным грифом и отсутствием ладов. Домбра окутана множеством легенд и преданий, которые веками передавались из уст в уста. Одной из самых популярных историй является сказание о ее происхождении. Когда-то в древние времена на просторах Алтая жили два брата-великана. Младший из них был поглощен своей домброй и часами играл на ней, забывая обо всем. Тем не менее, старший брат, гордый и тщеславный, решил оставить свой след в истории, построив мост через бурную реку. День за днем он собирал камни и возводил мост, а младший, увлеченный мелодиями, не спешил ему помогать. Нетерпение старшего брата росло. В конце концов, он не выдержал, схватил домбру младшего и с яростью разбил ее о скалу. Инструмент разрушился, мелодия оборвалась, но на каменной поверхности остался четкий отпечаток. Спустя время люди обнаружили этот след и начали создавать домбры, вдохновляясь его формой, возвращая музыку в когда-то опустевшие и безмолвные селения. Советский, казахский, партийный и государственный деятель Узбек Али Жанибеков в своих трудах описывал другую легенду о происхождении домбры. Когда-то давно хан узнал, что его дочь влюбилась в бедного юношу и в гневе ввел казнить его. Девушка, уже носившая под сердцем детей, вскоре родила близнецов. Злая старуха, приставленная следить за ней, похитила малышей и унесла в дальние края. Там она оставила детей на большом зеленом дереве. Мальчика на западной стороне, девочку на восточной. Слезы младенцев, падавшие на дерево, высушили его, и оно постепенно увяло. Узнав о случившемся, отчаявшаяся мать отправилась на поиски своих детей. Устав в пути, она присела у того самого дерева и вдруг услышала нежную мелодию. Забравшись на дерево, она обнаружила, что оно стало полым, и внутри его ветвей появились натянутые струны, которые издавали звуки под порывами ветра. «Эти струны, как голоса моих близнецов», — подумала мать. Она срубила дерево и создала из него инструмент. Струна, обращенная на запад, звучала низким и слабым звуком, напоминая тонкий голос ее дочери Зарлок. Струна, направленная на восток, звучала выше и ярче, как мягкий голос сына Манглок. Так была создана домбра, а мать сочинила на ней свою первую мелодию. С домброй связана еще одна глубокая и пронзительная легенда, связанная с судьбой Жоша хана, старшего сына Чингисхана и отца хана Батыя. По преданию, во время охоты в кыпчакских степях Жоша хан был сбит с лошади и погиб, растоптанный вожаком стада куланов. Сообщить о смерти любимого сына грозному Чингисхану было смертельно опасно, ведь за такую весть вестнику грозила казнь, ему заливали горло расплавленным свинцом. Но керы, не решившись говорить напрямую, пригласили домбриста по имени Кетбулла. Он исполнил «Кюй Аксак Хулан», вложив в мелодию трагическую правду. Услышав это произведение, Чингисхан понял, что произошло. В гневе он приказал наказать саму домбру.
залив в нее горячий свинец. С тех пор на верхний дикий инструмент осталось отверстие, как вечное напоминание о той истории. В другой версии этой истории говорится о местном хане, сына которого убил кабан во время охоты. Опасаясь его гнева, слуги обратились к старому мастеру Али за советом. Мастер создал музыкальный инструмент домбру и, явившись к хану, сыграл на нем. Звуки инструмента напоминали плач леса, свист ветра и вой дикого зверя, передавая всю трагедию случившегося. Разгневанный хан, услышав через музыку страшную весть, приказал залить горячим свинцом отверстие в домбре. Так инструмент стал свидетелем и хранителем древней истории. Мавзолей Шахана сохранился до наших дней на берегу древней реки Каракенгир, а Кюй Аксакулан стал символом бессмертия искусства и силы музыки, способный говорить там, где слова бессильны. Существует интересная легенда, которая объясняет появление верхнего порожка на домбре. Когда-то давным-давно один батыр, уставший после тяжелой битвы и долгого пути, решил отдохнуть в тенистой долине. Он срезал ветку дерева, натянул на нее конский волос и пытался извлечь звук. Однако его самодельный инструмент оказался безмолвным. Разочарованный, батыр отложил его в сторону и уснул. Проснувшись, он услышал мелодию, доносящуюся от оставленного инструмента. Удивленный батыр заметил, что под струями головки грифа появился короткий деревянный порожек. «Наверняка это проделки шайтана», — подумал он. С тех пор верхний порожек на домбре стали называть шайтан-тиек, что в переводе означает «шайтанский порожек». Эта легенда также напоминает, что использование конского волоса для струн и отсутствие верхнего порожка были характерны для старинных версий домбры. Согласно одной из легенд, домбра когда-то имела 5 струн и не имела отверстия. Ее владельцем был известный на всю округу джигит по имени Кижиндык. Однажды Кижиндык влюбился в дочь местного хана. Хан, узнав об этом, пригласил джигита в свою юрту и потребовал доказать свою любовь к дочери. Кижиндык начал играть на домбре красивую и продолжительную мелодию, наполненную чувствами. В своей музыке он намекнул на жадность и алчность хана. Разгневанный хан приказал испортить инструмент. На его середину вылил горячий свинец. С тех пор на домбре появилось отверстие, а от 5 струн остались только 2. В своей книге «Кюй Шижре» известный исследователь Ахселев Сейденбек описывает легенду, записанную Аргынбеком Кылыбаевым из Курчумского района Восточно-Казахстанской области о происхождении кюя Хосшек. Когда-то на крутых склонах гор жил охотник, который добывал пропитание охотой на оленей и моралов. Однажды он подстрелил пятнистого морала. Чтобы спустить тушу с горы, охотнику пришлось выпотрошить ее прямо на месте. Спустя месяцы, вернувшись на то же место, охотник услышал странный звук. Подойдя ближе, он увидел, что внутренности морала натянулись между ветвями сосны и издавали мелодичный, душевный звук, когда ветер играл на них. Охотник, очарованный этой песней, решил взять высохшие струны домой и сделать из них инструмент. Так появилась домбра с 2 струнами, звук которой трогал душу и стал любимым инструментом казахского народа. Сегодня домбра является неотъемлемой частью казахской культуры и символом национальной идентичности. Каждый год в первое воскресенье июля Казахстан отмечает Национальный день домбры. Этот праздник был учрежден в 2018 году указом первого президента Нурсултана Назарбаева и с тех пор стал одним из ключевых культурных событий страны. В этот день по всей стране проходят концерты, фестивали, конкурсы, где звучат традиционные кюи и современные произведения. В исполнении мастеров своего дела и молодых талантов музыка домбры соединяет прошлое и настоящее, укрепляя связь между поколениями. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность сохранения домбры как священного музыкального инструмента и культурного наследия. По его словам, домбра является символом единства народа и его духовной силы. Обучение игре на домбре активно поддерживается в школах, музыкальных кружках и культурных центрах. Дети и молодежь с раннего возраста знакомятся с богатой историей инструмента и овладевают его звучанием, продолжая традиции своих предков. Домбра также занимает значимое место в государственной символике. Ее изображение украшает коллекционные монеты, почтовые марки, напоминая о важности сохранения культурного наследия. Этот древний инструмент не только остается частью традиционной музыки, но и вдохновляет современные жанры, показывая, что его звучание актуально и в наши дни. Напишите в комментариях ваш любимый кюй. Не забудьте подписаться на наши каналы. До скорой встречи!